Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Администрация Мирного выкупает квартиры у горожан для переселенцев. Какие суммы предлагают и сколько семей ждут переезда? 3 дня на разработку мобильного приложения. Отборочный этап регионального конкурса «Моя профессия IT» проходит в Нерюнгри. День гражданского активиста отмечается в республике сегодня. Сколько некоммерческих организаций действует в Якутии и как отметят это событие? Усилить работу по реализации национальных проектов в республике призвал премьер правительства региона Андрей Тарасенко. Председатель правительства поручил обратить особое внимание на возможные риски и приложить усилия для их предотвращения. Кроме того, необходимо ускорить работу по закупкам и заключению контрактов. В этом году в республике реализуется 44 региональных проекта в рамках 11 национальных. Наибольший объем средств предусмотрен на реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», демография, здравоохранение, безопасные и качественные дороги, образование и экология. Более 200 нарушений выявлено при трудоустройстве иностранных граждан в Якутии. Чаще всего нарушают сроки при заключении или прекращении трудового договора на выполнение работы или оказание услуг, сообщает Госкомзанятости населения. И напоминают, что работодатель обязан уведомлять территориальный орган МВД при использовании иностранной рабочей силы. По данным Министерства внутренних дел региона, в прошлом году выявлено 218 нарушений миграционного законодательства при привлечении на работу иностранцев. В этом году администрация Мирного планирует переселить 85 семей из ветхих домов. Для них мэрия закупает у горожан квартиры. Кто может продать свою жилплощадь и какова будет стоимость, узнавали наши коллеги. Здесь у нас и раковина, и ванна, и туалет. А в новой квартире, конечно, все там уже кухня большая, самое главное там. Семья Олеси Майсурадзе несколько лет ждала переселения, и только 3 года назад их дом признали аварийным. Недавно предложили квартиру во вторичке. Дом находится в том месте, в котором я хотела как раз, в принципе, да, все в центре города. Балкон имеется в квартире, как я тоже хотела. Это тоже для меня много значит. Но первый этаж как раз, в принципе, детям там, что легко зайти, выйти, лифт. Не будут бояться ездить даже на лифте, это, в принципе, тоже удобно. Школа, садик у нас рядом там, поэтому у нас, я говорю, прям вот удачное место для нас. Городская администрация в этом году планирует приобрести 85 квартир. Их предложат переселенцам из аварийного жилья. На это компания «Алроса» выделила 300 миллионов рублей. Заключено 35 контрактов на приобретение жилплощади. Еще 50 квартир мэрии предстоит закупить. В основном востребованы двухкомнатные квартиры. Их готовы приобрести по 68 тысяч рублей за квадрат. Однокомнатные чуть дороже – 80 300 рублей соответственно. А вот трехкомнатные стоят немного меньше. Если граждане предложат квартиру чуть больше размеров, разницу платить не будут. Деньги поступят только за востребованные квадраты. При приемке жилплощади комиссия выдвигает несколько условий. Квартира должна быть отремонтирована, приборы учета воды и электроэнергии установлены, на кухне нужна плита. При приемке квартиры мы обязательно просматриваем о том, чтобы окна не были разбиты, да, чтобы они открывались свободно, закрывались. Ну, вот закрывается, да. И, соответственно, мы еще просматриваем батареи. Квартира должна находиться в каменном доме, не относящемся к аварийному жилому фонду. Год постройки не ранее 1973-го. Торги пройдут путем электронного аукциона. Нужно продавцам, собственникам жилья иметь электронную цифровую подпись и иметь аккредитацию на торговой площадке. При причине отсутствия такового, то могут обратиться к организациям по продаже недвижимости, которые эту аккредитацию имеют. Желающие продать свою квартиру могут обратиться в Управление жилищной политики по адресу Ленина, 11 или звонить по номерам, указанным на экране. Иванна Филиппова, Александр Еремин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Учащиеся с 5 по 11 классы пригородных школ Якутска будут ездить на автобусах бесплатно. Срок действия транспортной карты распространяется на 9 учебных месяцев с сентября по май включительно. Попасть в список на получение такой карты возможно, предоставив необходимые документы.
Перечень документов, которые необходимы для оформления транспортной карты. Копия паспорта обучающегося с регистрацией или свидетельство о рождении обучающегося. А также родители предоставляют согласие на обработку персональных данных. Учреждение обеспечивает сбор согласия на обработку персональных данных обучающихся, ввод данных обучающихся и его фотографирование в программе, и которая в последующем предоставляется в специализированный банк авторизированной системы оплаты проезда. По заявкам учебных учреждений специализированный банк выпускает карты и передает их учебным учреждениям для выдачи обучающимся. В столице республики стартовали федосеевские чтения. Это научная конференция исследователей археологических культур каменного века и эпохи ранних металлов различных народов, осваивающих территорию Северо-Восточной Азии с глубокой древности и по настоящий день. В мероприятии принимают участие ученые Якутии, Магадана, Дальнего Востока, а также в режиме видеоконференции специалисты из Новосибирска и Москвы зачитают свои доклады. На протяжении 3 дней гости и участники чтений проведут дискуссионные мероприятия, круглые столы. Также запланированы посещения природных и исторических памятников. Темы посвящены наиболее актуальным, дискуссионным, острым вопросам древней истории Якутии. Потому что археология как наука каждые 20 лет, она, наверное, раза в 2 пополняет свою источниковую базу, и появляются новые концепции, новые предположения, новые данные, которые, конечно, нужно с ними работать. Команда исследователей в Якутске работает над созданием нового диагностического теста. Речь идет о причинах возникновения рецидивов и роста заболеваемости у населения. Новые результаты исследования называют уникальными. Почему, выяснял Алексей Лукьяненко. В России растет число больных раком. Такие данные приводит Минздрав России. Медики обнародовали также и новые данные по самым опасным регионам. Там новых больных больше, чем в других частях страны. С каждым годом он становится только агрессивнее, но благодаря достижениям медицины стали жить дольше и онкобольные. С помощью растрового электронного микроскопа наши ученые обнаружили на клетках крови наночастицы, которые позволили сделать фундаментальные результаты на примере шейки матки. Результаты, которые мы получили, могут лечь в основе таких вот диагностических методик, и прогностических методик, которые, возможно, дадут возможность врачам, онкологам, радиологам корректировать лечение для того, чтобы получать более такие хорошие результаты. То есть, чтобы исключить рецидивы, распространение метастазов. Все эти показатели, они, к сожалению, как раз-таки являются причиной стабильности показателей по росту смертности от этого заболевания. Действительно, на сегодня назрела необходимость в разработке новых подходов в их диагностике и терапии. Уникальность подхода наших ученых в том, что за решение проблемы взялись специалисты из разных областей науки и медицины. Это физики, биофизики, биохимики и даже математики с возможностью использования высокотехнологичного оборудования. Нами разрабатываются математические модели электронных пучков растрового электронного микроскопа на основе катода-шотки для улучшения качества изображения образцов. Таким образом минимизируются ошибки в результатах исследования и создаются новые представления о различных патологиях. Мы используем методы машинного обучения, нейросети для распознавания характерных особенностей эритроцитов патологии и наночастиц. Мы надеемся, что наше исследование поможет улучшению качества диагностики, что приведет к улучшению качества лечения. Мы просто взяли и без покрытия, как говорится, положили этот образец в электронный микроскоп и увидели поверхность клеток без нанесения лишнего покрытия. Мы увидели определенные частицы, которые до нас никто не видел, потому что они были скрыты. И получается, что мы пришли с помощью этого дорогостоящего фундаментального исследования, мы пришли к определенным выводам. И эти выводы мы можем сейчас внедрить в практическую медицину.
Сегодня существует проблема большого количества сложно диагностируемых заболеваний и позднее их выявление. Как уверяют ученые, на основе полученных знаний ученые могут создать тест-систему, которую можно будет применять достаточно широко. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Отборочный этап республиканского конкурса для школьников и студентов «Моя профессия IT» проходит в Нерюнгри. О муниципальном этапе в формате «Хакатон» расскажет Екатерина Павлова. «Моя профессия IT» – это уже 6-й республиканский конкурс, который продолжает набирать обороты, увеличивая свою географию и количество участников. На отборочном этапе в Нерюнгри сегодня соревнуются 14 команд. 11 из них в категории А – это школьники, и 3 команды студентов среднепрофессионального звена и вузов. Я со школы номер 2 участвую на хакатоне во 2-й раз уже. Во-первых, это опыт в работе с IT, и масса положительных эмоций от участия. Я впервые участвую в этом мероприятии и нахожу это очень занимательным и интересным. Прошел только первый день, я получила массу удивительных эмоций, я получила множество различных впечатлений и, главное, я получила полезную информацию. Формат конкурса – «Хакатон» – марафон по разработке IT-проектов. В течение 2 конкурсных дней команды из 3 человек разрабатывают прототип мобильного приложения или веб-сервиса, отвечающего требованиям озвученных направлений конкурсного отбора. У команд есть точки контрольные, на которых они презентуют свою идею. Мы помогаем вместе с экспертами определиться, скорректировать их идею, если вдруг они отклонились от основного курса, изначально заданной темы. И помогаем, может быть, применить какие-то более совершенные инструменты, то есть программные комплексы, либо сервисы, которые существуют на сегодняшний день. По итогам отборочного этапа лучшие команды получат путевки на финальные состязания, которые состоятся в начале мая. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. День гражданского активиста отмечается в республике сегодня. Он был учрежден указом главы в 2018 году. Якутяне всегда были неравнодушны к проблемам общества, а люди с активной позицией зачастую становятся инициаторами различных идей и проектов. Сейчас в республике действует более 2000 НКО. Благодаря им идет работа по патриотическому воспитанию молодежи, благоустройству, социальной поддержке старшего поколения, малоимущих семей и другая поддержка. Например, в период пандемии волонтеры помогли многим ветеранам. Сегодня в Горном Улусе будет проводиться форум гражданских активистов, а в столице планируются онлайн-мероприятия. Также в регионе стартует конкурс «Неравнодушный гражданин». Активные граждане, люди, которые внесли особый свой личный вклад в развитие именно благотворительности, добровольчества. Они могут быть номинированы соседями, активными гражданами, со своими коллективы их могут номинировать на эту общественную премию. Общественная премия проводится по 6 направлениям. Специальная экспертная комиссия отберет их по 6 номинациям. Кроме того, будет объявлено народное голосование, где будут определены победители по интернет-голосованию. Кроме того, мы хотим сообщить населению республики, призываем их принять активное участие. В течение апреля месяца и мая месяца мы будем собирать заявки на эту общественную премию. И награждение состоится уже до праздника Исых. Панно из овечьей шерсти, нежные вазы, чайный сервиз из керамики. Эти красивые работы Натальи Гуляевой и Ларисы Тавакаловой выставлены в краеведческом отделе Национальной библиотеки. Творение мастериц – это визитная карточка Намского педагогического колледжа. Лариса Тавакалова начала заниматься керамикой с 2000 года. С тех пор глину из рук не выпускает, и сейчас этим навыкам учит студентов Намского педколледжа. А по словам ее коллеги Натальи Гуляевой, искусству она научилась от алтайской мастерицы во время выставки «Якутия мастеровая». Есть 2 основных вида валяния – сухое валяние и мокрое. При сухом валянии нужна иголка для валяния специальная. При мокром валянии нужен всего лишь раствор, мыльный раствор нужен. Мои работы выполнены из 100% овечьей шерсти, поэтому они очень теплые, тактильно очень приятные. В состав шерсти есть такое вещество ланолин. Все эти свойства лечебные,
Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь с нами.